Обстановка по заболеваемости коронавирусом вновь нестабильная. Случаи заражения фиксируются ежедневно, и, как говорят медики, да и, собственно, чиновники, всем помочь, и, в частности, каждому поможет прививка от ковид. Но пока население в режиме раскачки и до порога общественного иммунитета нам далеко. Почему так происходит и как привязать людей к сознательности, мы попробуем разобраться с главным государственным санитарным врачом по республике Саха-Якутия в Алданском районе Алексеем Викторовичем Селютиным. Здравствуйте, Алексей Викторович. Здравствуйте. Алексей Викторович, цифры действительно неутешительные. Идет прирост заразившихся, даже есть летальные случаи. Какие категории населения в большей мере подвержены заражению и какой штамм вируса преобладает в Алданском районе? Потому что если раньше болели взрослые люди, то на сегодня мы видим, что заболеваемости подвержены и дети. Да, на сегодняшний день ситуация по заболеваемости оставляет желать лучшего. Идет ежедневный прирост заболевших. Только за июнь у нас зафиксировано 200 новых случаев заболевания. Болеют все группы населения, включая детей. Заболеваемость больше идет, конечно, среди пожилых людей, среди людей, у которых есть сопутствующие хронические заболевания. Но по поводу заболеваемости детей, на сегодняшний день 15 детей у нас заболевших новой коронавирусной инфекцией. Не в тяжелом состоянии, ситуация нормальная. Но дети легче, переносят это все все-таки? Как правило, по второй части вашего вопроса, то есть какой штамм у нас преобладает, у нас преобладает тот же штамм, что и в прошлом году, то есть это обычная новая коронавирусная инфекция. Но была также вспышка у нас среди одной диаспоры штаммом британским, и что характерно для этой инфекции, из 17 человек контактных заболело 16. То есть мы своевременно провели мероприятие, локализовали очаг, и с этого очага дальше этот штамм не ушел. Все подозрительные случаи, а именно там лица, прибывшие из-за границы или бывшие в регионах Российской Федерации, где повышенный риск заражения, они отправляются для проведения лабораторных исследований в лаборатории Вектора и в Хабаровск, по-моему, для секвенирования, где мы через месяц только узнаем, какой штамм это был. То есть мероприятия мы всегда проводим по месту, не теряя времени, не ждем, какой штамм конкретно мы отрабатываем. А наша лаборатория также продолжает работать? Наша лаборатория, да, мы один из немногих районов, которые может себе позволить проводить лабораторные исследования здесь на месте и свои результаты не подтверждать, выдавая уже результаты этих исследований. Такие лаборатории есть только в Якутске, насколько мне известно, у нас. Но все равно с целью контроля качества работы лаборатории ежемесячно отправляются пробы положительные для подтверждения. Но это больше внутрилабораторный контроль. Качество исследований у нас высокое. Диагноз как быстро ставится? Сутки? В течение 2 дней, максимум 48 часов мы за этим следим. Ежедневно у нас мониторинг поступивших, исследованных результатов этих проб. То есть на сегодняшний день лабораторная служба у нас работает очень хорошо, слаженно и без сбоев. И все-таки сейчас уже как-то точечно, разовые случаи они? Нет, здесь на сегодняшний день-то как раз у нас, крупных вспышек у нас нету. Основная часть заболевших – это лица, которые, как я уже сказал, с групп риска, то есть это куда-то выезжавшие, либо посетившие родственников где-то и так далее. Разносчики, получается. И это реализация семейных очагов. Как вам известно, обсерватор у нас на сегодняшний день не работает. И не работают они в первую очередь, потому что население отказывается выходить из группы риска, скажем так, и 2 недели провести в обсерваторе. Если у него появляется симптоматика, его, естественно, госпитализируют, и, получается, мы автоматически локализуем очаг. На сегодняшний день заболевание одного из родственников приводит к заболеванию всех родственников. В летний период сложнее стало контролировать? Контролировать ли нам тут здесь самосознание должно быть. То есть мы русские люди, мы знаем, что чем больше контроля, тем больше вероятность того, что мы будем пытаться от этого уйти. А когда человек сам захочет и сам будет понимать, что он делает, это не надо никакого контролера.
Но, тем не менее, все списки контактных и заболевших лиц, которые лечатся амбулаторно, ежедневно передаются в полицию, и они осуществляют контроль за соблюдениями этими людьми изоляции, но как бы по мере своих сил, возможностей, потому что заболевших все больше, а работников от этого больше не становится. Ну вот все-таки говоря о самосознании, как нам достичь того, чтобы люди сами осознанно пошли прививаться? Уже и в СМИ говорят, и глава государства говорит, и глава региона говорит, все говорят. Ну, здесь все медики. просто на самом деле. То есть надо просто посмотреть в историю. То есть человечество всю свою жизнь сталкивается с эпидемиями. И эпидемия новой коронавирусной инфекции, она не последняя и не первая. И как отрабатывались раньше. То есть у нас были ранее вспышки вирусных инфекций РНК, передающиеся воздушно-капельным путем. Это и натуральная оспа, это и грипп, это и старший или младший брат, вирус МЕРС, который вызывает, ну скажем так, схожие заболевания. И профилактика, как правило, проводилась именно вакцинация населения, когда вот мы ежегодно проводим вакцинацию 70% населения, подлежащего группе риска, против гриппа. И каждый год не испытываются, а применяются, получается, новые вакцины, которые будут актуальны именно в этот эпидсезон, что очень хорошо позволяет нам снизить заболеваемость этой инфекции. То же самое натуральную оспу мы вообще с помощью вакцинации ликвидировали на земном шаре и так далее. То есть по факту получается, что вакцинация – это очень древний и очень эффективный метод, который позволяет, если не заболеть, то, по крайней мере, перенести это заболевание без осложнений. Осложнение может привести также к летальным исходам. Ну, вот как говорят сами медики, да, что коронавирус как таковой сам не страшен. Страшно, что он... Грипп точно так же. Сам он особо-то не страшен. Но когда он начинает выключать органы жизневажные, то ситуация, скажем так... коронавирус это делает очень быстро. Он делает это быстрее, я согласен. То есть поражается это нервная система, сердечно-сосудистая система. Вот дельта, это индийский штамм, а он то есть, специализируется, я так понимаю, то есть на кишечнике там тоже есть определенная симптоматика. И жизненно важные, получаются, органы, если они еще и поражены другой инфекцией, соответственно, просто перестают работать. И здесь уже не лечение, эффективность будет крайне низкая, особенно когда люди занимаются самолечением. То есть наслушаются этих роликов, там начитаются еще что-то и начинают сами себя лечить. И уже народными способами. Да, в очень тяжелом состоянии поступают в больницу. Другая категория граждан. Им только полегчало, они пишут отказ и едут долечиваться домой. Соответственно, дома они не лечатся, их опять забирают, и ситуация уже гораздо тяжелее. Да, так вот какой процент населения нашего в Алданском районе получили оба компонента прививки и какова частота поступления вакцины в район? Частота поступления вакцины у нас самая разная, но тем не менее на сегодняшний день по остаткам у нас гамма-ковида осталось порядка 500 доз первого компонента, и Эпивак у нас осталось порядка 3000 доз. Тоже первый компонент из 18 тысяч запланированных к вакцинации, то есть это 70%, до которого мы пытаемся добраться. На сегодняшний день 45% вакцинированы. Отстающие у нас, как правило, это промышленные предприятия, потому что, скажем так, в нашем районе принят вахтовый метод работы, то есть это не приписное население. И им всем, мягко говоря, рекомендовано, чтобы они приглашали работников уже провакцинированных. То есть вторыми компонентами мы их здесь допрививаем, если они один компонент получили. Но вакцины недостаточно для того, чтобы вакцинировать неприписное население, делая выборы против местного населения. То есть на сегодняшний день как-то так. Тем, кто уже привился, такой досужий вопрос, нужно ли носить маску? Тем более, что пока еще по распоряжению главы нашего региона, да и вообще ограничения по маскам никто не отменял. Действительно, ограничения эти еще не сняты, так как, я так понимаю, они будут сняты, когда 70% вакцинированного населения у нас появится, и риски все-таки перенести это заболевание вакцинированным в легкой форме будут минимальны.
То есть не хотелось бы получать случаи заболевания среди вакцинированных, ну и их родственников, потому что, тем не менее, основная часть все-таки населения у нас, особенно этим отличается город Томот, село Хатыстыр, которые почему-то решили, что либо это неэффективно, либо коронавируса никак не существует, хотя он есть, его все видели уже. То есть здесь идет осознанный выбор населения, который дает тебе возможность сохранить себе жизнь, здоровье и, скажем так, избежать негативных последствий долгой реабилитации после ковида. Насколько вашему ведомству, вашей службе Роспотребнадзору удается контролировать соблюдение вот этих мер безопасности, в сфере услуг, конечно же, в магазинах, общественных каких-то, где общественные мероприятия проходят в массовом пребывании людей? Все проведение любых массовых мероприятий на сегодняшний день должно согласовываться с оперативным штабом, который принимает решение, выслушав мнение каждого его участника. Это раз. Второе. По ограничению времени работы общественного питания и так далее отрабатывается совместно с нашими специалистами и полицией, а также административными комиссиями. Соблюдение гражданами масочного режима, также административная комиссия, полиция. И наша прямая обязанность – это контролировать, чтобы иностранные граждане и лица, прибывшие из-за рубежа, в течение 3 дней после приезда в Российскую Федерацию должны сдать анализ на ковид и внести в единый реестр госуслуги. Вот. Но сейчас с 10 июля туда внесены изменения в это постановление. И лица, которые ранее переболели в течение полугода или привиты в течение последних 12 месяцев, этой процедуре не подлежат. Ну и тем самым, то есть мы получаем хороший щит для завоза к нам, скажем так, ненужных 10 штаммов. Где-то вот прочитал буквально на днях в СМИ, что в Якутске уже не попадешь в здание органов власти без предъявления сертификата или QR-кода. У нас такая практика также, я надеюсь, будет введена, но здесь технические возможности, скажем так, пока не самые лучшие, раз. И второе, все-таки идет путаница с прививочными сертификатами, там масса ошибок всплывает, то есть как они будут исправляться. То есть мы пока, скажем так, нацелены на такую же работу. По мере то есть мы придем к этому, да? По мере своих возможностей. То есть мы сейчас это все саккумулируем, и я думаю, что такая практика также будет введена. То есть участие в массовых мероприятиях спортивных, также то есть зачем отменять массовые мероприятия спортивные, если все его участники вакцинированы и риска заражения 0. То есть почему такие соревнования не проводить? Почему не проводить массовые мероприятия для людей, которые совершенно безопасны и для себя, и для окружающих? То есть здесь идет вопрос о снятии ограничений для тех, кто, скажем так, не представляет угрозы для населения. Метод такой работает, да, что, ребят, если вы привитые, пожалуйста, участвуйте в велопробегах, да. В каких-то других массовых мероприятиях. Хотите сходить в кафешку, идите в кафешку, то есть без каких-то ограничений. Хотите на пляж сходить, идите на пляж. То есть, пожалуйста, вы не представляете никакой угрозы. Другое дело, когда у нас, скажем так, проводится то же самое, и там 15% коллектива вакцинирован. Нет. И там переболевшие, а когда переболел, да я уже и не помню. То есть это люди, которые не хотят вообще участвовать в этой системе. Но уже сегодня и переболевшим рекомендовано. И лицам, которые получили уже двукратную вакцинацию, имеется рекомендация, что через полгода, да, можно ревакцинироваться. Скажем так, пока определенных методических рекомендаций по проведению этого всего дела у нас нету, но я так понимаю, мы тоже ближе, наверное, к сентябрю придем к ревакцинации. Сейчас период отпусков, кто-то уезжает, кто-то возвращается к началу учебного года. Что вы прогнозируете?
Ну, ничего хорошего, если честно, не прогнозируем, потому что будут 100% завозы, и особенно работники здравоохранения, образования, социальные работники должны отслеживать, где отдыхал тот или иной работник. И ну, я рекомендую на 2 недели таких людей садить на самоизоляцию с ПЦРом и уже допускать до работы, потому что риски велики, и из одного-двух таких, скажем, случаев будут введены карантины во всем учреждении. И опять же, как поведет себя вирус, особенно в социальных учреждениях, где у нас люди с ослабленным иммунитетом, ну и не только, одному Богу известно. Спасибо, Алексей Викторович. Ну а нашим телезрителям могу только сказать: прививайтесь и берегите себя.